В 2016 году, ну, собственно, нам сказали, что если вы хотите, чтобы этот проект вообще строился, да, чтобы у вас были доступ к электрическим сетям, коммуникациям городским, вы не сможете без административного ресурса. Вот. И вроде бы, ну, как бы Алмаз понимал, что здесь он сказать нет не может. Ну, мы же все прекрасно понимаем 2016 год. Ну вот, и тогда, получается, в эту фирму зашли люди Булата Назарбаева и сестра да? его? Не сестра, его дочь, Кундуз Назарбаева. Да. Официально. Есть документы, есть, собственно, ну, могу предоставить и выслать потом. Потом, когда построили дом, продали квартиры. Город до сих пор не достроен. Ну, часть, я так понял, построили? Да, часть построена. Что-то продали и в какой-то момент решили вашего мужа из этого ТО прогнать. Мой муж начал выступать против выведения денежных средств путем выкупа по себестоимости. Ну, понимаете, что это такое? Когда выкупается недвижимость по себестоимости, то есть оплачиваются только строительные материалы. А за что дальше строить? Ведь вы же должны оплачивать работу людей, вы должны нести колоссальные расходы. А если у вас выкупается 20 тысяч квадратных метров, выкуплено было по себестоимости, и эти деньги не пришли в ТО. А с этого момента? Вот с этого момента и начался конфликт у Алмаза. А строительство осуществлялось на вот этот кредит или еще деньгами своими, или партнеры тоже заходили? Дело в том, что проект настолько был успешен, что если бы деньги не выводились из компании, было бы достаточно денежных средств и кредитных, и, собственно, просто покупались квартиры очень хорошо. Имеется в виду люди Булата Назарбаева и ваш муж туда деньги вкладывали в этот проект, или они только взяли кредит и на этот кредит строили? Был взят только кредит. Только на кредит строили? Да, и суммы за покупку. То есть, получается, люди Булата Назарбаева зашли туда на халяву, грубо говоря? Да, конечно, они ни копейки не вложили, я сказала об этом. Ни одной копейки не было вложено, ничего не было вложено. А выводили сколько? Кто? Выводили сколько? Вывели? Да. Сколько денег? Да. Порядка 40 миллионов долларов. А как они заставили вас переписать землю и мать вашего супруга? Прошло 2 месяца с, собственно, закрытия, когда Алмаза уже арестовали. Это было в сентябре. Позвали папу Алмаза, Алтая, в офис Ессентей-Сити продаж. Позвали Дастан Абижанов, соучредитель. Тогда присутствовал Ахмадиев, адвокат сегодняшний АВ Констракшн, наш оппонент. И Рауан Бабаев. И сказали, если вы не перепишете долю, то мы у вас ее в любом случае размоем. Есть такое понятие, путем увеличения уставного капитала можно размыть долю и забрать ее себе. Ну вот. А здесь мы отпустим вашего сына. Ильдос вот дал такое обещание. Если вы перепишете долю, то Алмаз будет отпущен. Перепишите опять же на халяву или за деньги? Ну, за 27 тысяч тенге. 27 тысяч тенге? Да. А его рыночная стоимость какая была? Рыночная стоимость 25% доли – это около 25 миллионов долларов США. Личное участие Булата Назарбаева было, да? Он как-то при встрече участвовал где-то? Мой муж никогда не видел Булата Назарбаева. Только его дочь. А вот то, Да. что это его представитель, вот этот Коспаев, да? Да. Это откуда информация, что он его представитель? Каспаев Ильдос всегда говорил об этом. У него было, как мне рассказывали, вот такое красное свидетельство о том, что он является помощником Булата Назарбаева. Собственно, чем он и открывал все административные двери. То есть вы заявляете, что ваш бизнес хотел забрать, ну, забрал Назарбаев Булат? Конечно, вот, пожалуйста. Вот Ильдос Каспаев, вот Булат Назарбаев, дочка Кундуз Назарбаева, которая, вот это же тоже не случайность, что она вышла из проекта за 3 месяца до ареста моего мужа, понимаете, забрав с собой 24 миллиона долларов США. Это стоимость, так оценили ее долю. И еще раз сейчас хочу, чтобы услышали. Потому что мы с мужем считаем, что время поменялось.
что мы сейчас можем быть услышаны президентом, теми же силовыми структурами. Этот беспредел нужно заканчивать.